Вот, пользуясь результатами этого исследования, мы приходим к выводу, что из 3 сценариев развития, предложенных в национальной стратегии развития Таджикистана, мы скорее становимся на инерционном. У нас, для сравнения, более люди, мне кажется, улыбчивые и добрые. Если поедешь в Россию, в эту страну, которая создана для уныния, это реально, да, там все хмурые, недовольные. Вот реально, вот эта пьеса «На дне» продолжается с того периода, как была написана. Свобода выбора – это не наша ценность. Мы не умеем выбирать, мы даже не думаем об этом. Время – это не наша ценность. Умение планировать – это не наша ценность. Почему? Потому что мы с вами живем на данный момент в традиционном обществе. Если ты хочешь победить коррупцию, тебе придется посадить близкого друга и родственника, что он и сделал. Всем привет! Подкаст-студия «Академия трех медведей» представляет цикл передач «История мировой экономики». Мы будем говорить об экономических успехах и неудачах стран и народов. Мы попытаемся найти ответ на вопрос, почему некоторые государства достигли экономического процветания, другие до сих пор не могут выбраться из ловушки бедности. А также узнаем, насколько применима для Таджикистана может быть история успеха более развитых стран. Подкаст подготовлен при содействии фонда Фридриха Наумана и Института открытого общества «Фонд содействия в Таджикистане». В 2017 году Таджикистан был впервые включен в глобальный исследовательский проект «Всемирный обзор ценностей», который изучает изменения мировоззрения людей в мире на протяжении последних 40 лет. Исследователи определяют, на каком уровне социально-экономического, политического и культурного развития находится то или иное общество или страна. И сегодня мы поговорим о том, как ценности людей определяют благосостояние и прогресс общества с кандидатом философских наук, социологом Гульнорой Бекназаровой и нашим постоянным другом и коллегой Азизом Тимуром, руководителем свободного рынка Таджикистана. Центра свободного рынка Таджикистана. Но не суть. Привет. Привет. Ну, за 15 передач я до сих пор не выучил твою должность. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу. Для начала несколько слов о проекте «Всемирный обзор ценностей». Что это такое и какие результаты Таджикистане удалось обнаружить? Хорошо, спасибо за вопрос. Это исследование, которое охватывает несколько десятков стран. Вообще, как проект зародился в 1981 году. И с тех пор прошло уже 7 волн, то есть 7 раз проводилось это исследование. И в Таджикистане впервые это исследование было проведено в 2020 году. И аллилуйя, это здорово, и это позволяет нам посмотреть, какие ценности на данный момент есть в Таджикистане. Но для того, чтобы было, мне кажется, более удобно понимать, о чем вообще идет речь, позвольте несколько слов о том, что из себя представляет исследование как таковое. Да? Да. Чисто технически это выглядит следующим образом. Есть набор вопросов в документе, который называется «Анкета», и с этим набором вопросов по заранее определенной схеме движутся интервьюеры по стране и задают людям одни и те же вопросы. Ответы потом поступают в программку. Эта программка обрабатывает данные, безусловно, не сама. И затем уже мы видим результаты, которые интерпретируются. Если в 2 словах, то это выглядит таким образом. Вот такое название «Всемирный обзор ценностей». Что включает в себя хотя бы, я понимаю, там 300 ценностей, да, но основные? Да. Ценности, они бывают различные. Ценности – это семья, доверие и так далее. И эти ценности Рональд Инглхарт, это тот, кто вообще задумал эту концепцию и предложил ее, он их развел по нескольким категориям. И согласно его идее, доминирующие ценности определяют развитие страны. Как к этому относиться? Можно ли этому доверять или нельзя? Это другой вопрос. Но эта идея работает, эта концепция работает. А какими ценностями дорожит население? Какими ценностями? Да, наши сильные стороны, скажем так. Наши сильные стороны – это семья. Мне кажется, это очень хорошая ценность. И хотела бы сразу сказать, что
когда трактуем результаты, мы не пользуемся определениями хорошо или плохо, да? Мы просто говорим как по факту, да? Ценность семьи – это очень хорошая ценность, ну, да. Образование меня приятно поразило, что уже девушки больше видят необходимости в образовании. Я сравниваю с другими исследованиями, просто, которые были ранее здесь проведены не по всемирному обзору ценностей. Повторюсь, что в Таджикистане это было единственный раз в 2020 году, и я надеюсь, что в следующий раз это исследование также будет проведено. Вот. Девушки больше видят ценности в образовании, и взрослые стали по-другому относиться к образованию девушек. И это отрадно. Мне кажется, это замечательно. Это по поводу сильных сторон. Что касается не очень сильных сторон, то я бы, наверное, как негативное отметила достаточно низкий уровень доверия. Доверие – это та вещь, которая позволяет выстраивать все. Взаимоотношения в семье, взаимоотношения с окружающими, в коллективе. Доверие, без него невозможно ничего построить. Ни брак, ни организацию, ни дом. Как бы. И уровень доверия на данный момент у таджикистанцев он достаточно низкий. А доверие вообще ко всем, ко всему? Ну, как сказать, оно же не просто так формулируется, там, вы доверяете, ну, там, формулируется, вы доверяете окружающим? Да? Нет, говорят люди. И, Они отвечают, почему не доверяют? В чем причина? Ну, в чем причина недоверия, там не было, но я сравниваю эти результаты с результатами с другими цифрами, да, но это как бы, это вы делаете автоматически, когда вы берете какие-то цифры, вы смотрите на них, и вы же должны ими оперировать, строите на основе их какие-то гипотезы, опровергая или же подтверждая их, и поэтому вам нужно доверять этим цифрам. Вы берете другие цифры и начинаете сравнивать. Так вот, я смотрела результаты, брала другие цифры и понимала, что да, ситуация она такая, какая она есть. Например, недавно буквально закончилось одно исследование, которое по молодежи. И молодежь, согласно закону Таджикистана, возрастные границы 14-30 лет. И по этим результатам могу сказать также то же самое, что и по всемирному обзору ценностей. Городские жители, они менее доверчивы, нежели сельские. Девушки менее доверчивы, чем юноши. Но это может быть объяснено большей мобильностью мужчин, нежели женщин. Да? Ну, как бы в основной массе мужчины, они все-таки более мобильные в том плане, что они перемещаются чаще. И у них нету никаких культурных барьеров, да, для перемещений. Для перемещения женщины здесь ей нужно, ну, все зависит, конечно же, от возраста, от статуса и так далее, но тем не менее она должна заручиться согласием родителей, мужа, поставить в известность, там, спросить разрешение и так далее. И таким образом перемещение женщин, оно обусловлено рядом причин, да, как бы сдерживающих причин. Тогда как перемещение мужчины, оно как бы менее обусловлено этими причинами, этими факторами. Патриархальное общество. Ну да, безусловно, как бы, опять-таки, мне очень нравится, что мы не оперируем словами плохо или хорошо, да, вот только лишь фактами. Так вот, когда в обществе уровень доверия низкий, это характеризует более традиционное общество. Таджикистан на данный момент он все-таки находится, я бы сказала, на переходном этапе, да. Многие вещи, они уже уходят в прошлое, мы меняемся, и это естественный процесс.
как и другие страны. Глобализация, она привносит свои изменения. Смена экономических и политических векторов, она тоже приносит свои изменения, технологии и так далее. И на данный момент облик таджикистанца, он, конечно же, отличается от 80-х, 90-х годов. И, опять-таки, нужно сказать о том, что это обусловлено рядом факторов, один из которых это миграция, допустим. Тот тренд, который затронул практически все население Таджикистана. Информационные технологии. Если мы раньше с вами разговаривали по телефону, договорились и все, и уже ничего не поменяешь, то сейчас мобильные телефоны, они нам дают возможность постоянно менять какие-то свои решения и быстрее находить друг друга и так далее. Вот. Так, возвращаясь к традиционному обществу, хотела бы сказать, что это не приговор, но показатель того, к чему мы можем прийти через какое-то время. Например, национальная стратегия развития 2030. Почему я об этом говорю? Мы недавно закончили писать статью. Оказывается, это достаточно тяжело писать академическую статью, когда ты давно не практиковал это. Так вот, мы писали с моей коллегой Дильбар Турахановой и воспользовались для этого как раз-таки всемирным обзором ценностей. Я говорю, это замечательная работа, здорово, что Шарк провели это исследование. И так вот, пользуясь результатами этого исследования, мы приходим к выводу, что из 3 сценариев развития, предложенных в национальной стратегии развития Таджикистана, мы скорее становимся на инерционном. Почему мы пришли к такому выводу? Помните, как Карл Маркс говорил о том, что экономика перелопатит все, да? Экономика перелопатит и взаимоотношения мужчин и женщин, такое, как бы, сидит женщина дома или же она выходит на работу. Экономика определяет это. И на данный момент один человек в домохозяйстве, он не в состоянии прокормить семью. Там же мы же не только едим, мы еще ходим в школу, мы оплачиваем коммунальные счета, мы одеваемся, мы учимся, мы покупаем книги и так далее. И все это обеспечить одному человеку сложно. Значит, должен выйти второй человек из домохозяйства на работу. И этим человеком является женщина. Если в обществе к этому относятся негативно и считают, что неправильно, когда женщина выходит на работу, если в обществе смотрят по-разному на возможности для мужчин и женщин, для других, человек ли это с инвалидностью, человек ли это с другой ориентацией, то это говорит о том, что в этом обществе не заложены основы для развития. Понятно эта мысль? Нет толерантности, нет развития? Нет толерантности, нет открытости, нет доверия и не будет развития. Но, с другой стороны, это логично, смотрите, коллеги. Если, как я уже говорила, экономика перелопатит все, да? И это был переход к капитализму. Вот про этот период писал Маркс, и он говорил, что она меняет облик страны, она меняет уклад жизненный людей, и выход женщины из дома на работу – это необходимость для выживания домохозяйства, как я уже говорила, да? Так значит, такой переход, он обуславливает, понимаете, это все взаимосвязано, он обуславливает развитие страны. Мы начинаем по-другому думать, мы начинаем по-другому мыслить, и мы меняем все вокруг. Если в обществе сохраняются
традиционные установки и взгляды на место и роль женщины, то, соответственно, в этом обществе не может быть перехода к другому уровню. Вопрос про доверие, и хотел бы продолжить эту тему, потому что я считаю, что доверие — это необходимая среда, то качество или та ценность, которая прямо влияет на экономическое развитие. В первую очередь в сфере бизнеса, доверие между партнерами, доверие к этой отрасли, к этой стране и так далее. Возможно, одной из причин, почему к нам приходит мало или вообще не приходят иностранные инвестиции, потому что уровень доверия к ведению бизнеса в Таджикистане не очень высок. Но мне также интересно уровень межличностного доверия на горизонтальном уровне, что мое поколение и молодое поколение, младше меня, например, особенно среди молодых ребят, мужчин, стали больше использовать клятв, скажем так, в своей непосредственной речи. И это первоначально связано с уровнем религиозного самосознания, что, может быть, и имеет место, но есть другая теория, что уровень доверия между людьми новым поколением так низко упал, что люди вынуждены использовать такие как бы сакральные вещи, чтобы подтверждать, что они, чтобы вызывать доверие между людьми. Правильно я понимаю, насколько это имеет место быть именно через призму совершенно другого, сакрального? Люди используют вещи в повседневной жизни, но используют сакральные вещи. Ну, типа клятва, там, клясться Богом и так далее. Ну, вообще, давайте рассмотрим, что такое клятва. Да. Есть профессиональные клятвы. Ну, всем известная клятва Гиппократа. И есть клятвы верности, которые дают, допустим, жених и невеста. Еще присяга военная. Присяга, да, есть. Да, клятва верности. Ну, клятва верности, да. Да, ага. Так вот, и понятное дело, когда мы все это перечисляем, держим в уме, мы понимаем, что клятва — это то, чем мы не занимаемся в повседневной жизни. Это значит, мы даем какой-то вот обет, да, вот мы обязательно будем следовать этому. Вот. Если это используется в повседневной жизни, то вот, как мне кажется, это свидетельствует об отсутствии, как сказать, об отсутствии или низком уровне социального капитала. То есть, смотрите, когда человек дает клятву, он же обладает всеми предпосылками для того, чтобы давать эту клятву. Я имею в виду профессиональную клятву, там, или, я не знаю, клятву верности. Да? Ну, например, присягу. Я же не произношу присягу, да, или вы не произносите эту присягу. Присягу приносит или произносит, вернее, молодой человек, который находится на военной службе. И он говорит, что вот да, я вступаю в эти ряды, и я клянусь защищать и так далее. Да. У него есть предпосылки для этого, и ты как бы, и ты этому веришь, ты веришь то же самое и врачу, который в повседневной жизни, он не говорит: мамой клянусь, выпей эту таблетку, и ты выздоровеешь. Да? Он говорит, там, судя по показателям, вы болеете, там, вот, пожалуйста, примите эту таблетку. А когда молодой человек произносит, там, клянусь мамой, это правда, зуб даю на отсечение, там, я не знаю, голову даю на отсечение, то это правда, то это скорее, опять-таки, повторюсь, это свидетельствует о низком уровне капитала социального, кредита доверия, значит, кредит доверия к этому молодому человеку или не сформирован, или очень низкий, и о низком уровне образования. Чем ниже уровень образования, чем меньше у человека опыта жизненного, мне кажется, то тем выше вероятность того, что клятва будет произноситься в повседневной жизни и обесцениваться как таковые. А в каких странах, грубо говоря, вот вы говорите, у нас доверие, да, уровень очень низкий, да, а в каких странах он высокий? Просто для примера, чтобы понимание было. Ну, я думаю, что
этим могут похвастаться скорее более либеральные страны, мне кажется. Но вы знаете, если отбросить в сторону такие рассуждения, да, такие профессионализмы, то я бы, наверное, обратила внимание еще на улыбку. Посмотрите, у нас мало людей, которые ходят по улицам и улыбаются, смотрят друг другу в глаза. Вот. Если ты едешь в другую страну, не хочу говорить западную, набившую уже оскомину, но тем не менее, едешь в западную страну, ты видишь, люди улыбаются, они тебе говорят «здрасте», они спрашивают, как у тебя дела. И это, в принципе, такая доброжелательная такая атмосфера, да, в целом создается. И у тебя такое довольно-таки приятное, позитивное впечатление. А когда ты видишь людей с хмурыми лицами, озабоченные, да, я, конечно, понимаю, что у нас очень много поводов для того, чтобы размышлять, думать и переживать. Но это же все взаимосвязано, это все взаимообратно, да. Ты таким образом и притягиваешь, наверное, к себе что-то негативное, да? По-моему, недоверие – это вообще проблема всего постсоветского Союза. У нас, для сравнения, более люди, мне кажется, улыбчивые и добрые. Если ты поедешь в Россию, в эту страну, которая создана для уныния, это реально, да, там все хмурые, недовольные. Вот реально, вот эта пьеса «На дне» продолжается с того периода, как была написана, как по мне. То, не знаю, это мое субъективное мнение, да, у нас, мне кажется, более веселые люди, как-то больше добрые, что ли, либо доверяют. Я вот просто не совсем согласен, что у нас доверие сильно упало. Возможно, здесь есть конфликт поколений. То, что говорил Сергей Гуриев, говоря об экономических проблемах переходных стран, упоминает о поколенческом разрыве Generation Gap. Поколенческие. Вот есть такая проблема поколенческого разрыва? Потому что мы всегда говорим, раньше трава была зеленее, вода водянистее, люди были раньше лучше, а сейчас вы не такие, вы бестолковые, писать не умеете. Ну, это, знаете, это всегда было, и всегда есть такая проблема отцов и детей. Теперь, что касается Generation Gap. Я бы, наверное, начала с 90-х годов, и сказала о том, что молодежь нынешняя, она выросла и сформировалась в других условиях, нежели старшее поколение. Допустим, что такое 90-е годы? Это развал институтов. В первую очередь я имею в виду институт образования. О школе мы говорим, о молодежи, да. Ну, что такое развал? Это такое, знаете, непонятное слово. А если говорить более конкретно, то уезжали специалисты, преподаватели этих школ. Они уезжали, а их место было неким заполнить. И я имею в виду соответствие специалистами такого же уровня, с такими же знаниями. Произошел отток. Значит, наша молодежь ходила в школу, где не хватало учителей. Дальше они приходят в систему высшего образования. Количество вузов у нас увеличилось. Количество вузов увеличилось, это означает, что там должно быть обеспечено соответствующее количество преподавательского состава. Ну, откуда было взяться такому количеству специалистов? Следовательно, замещение произошло специалистами другого уровня, скажем. Значит, они учились в таких вузах. И в итоге молодежь, которая росла в лишениях, потому что тогда была проблема с продуктами питания в 90-е годы, она училась в школе, где не хватало специалистов, она пришла в вузы, где не всегда были специалисты того качества, которое было
которое необходимо. Ну и в итоге мы имеем то, что мы имеем. И, соответственно, вот я вам говорю про предпосылки, которые сформировали молодежь, которая есть на данный момент. И это было неизбежно, то есть были объективные факторы, которые способствовали формированию социализации молодежи в совершенно других условиях, нежели более старшее поколение. И есть такое понимание, такое понятие, как преемственность. И вот эта преемственность, она была утрачена. И сейчас речь идет о восстановлении как раз-таки то есть, если что-то утратилось, это не означает, что ничего невозможно вернуть, да. И сейчас речь идет о восстановлении вот этой преемственности. Это означает, что в школах выпустилось уже достаточное количество специалистов системы высшего образования, и в школах эти места пустые заполняются и так далее. То есть, А говоря о системе ценностей и о молодежи, да, у вас не складывается такое ощущение, что у современной молодежи, не те, которые в 90-х жили, да, скажем, после нулевых рожденные, грубо говоря, подростки, которые сейчас есть, что у них абсолютно нет никаких авторитетов? Так вот, хороший вопрос. Вы упускаете, мне кажется, Искандар, из виду такую вещь, как вы были пионером? Не, я уже не застал пионерство. Вы уже не застали, да, пионерство. Есть такая штука, которая называется идеология. Вот. И в советское время она достаточно хорошо работала. И она ведь захватывала прям с первого класса, потому что это был такой этап. Октябренок. Потом ты становился пионером, потом ты становился комсомольцем, потом ты становился... вернее, не обязательно ты становился коммунистом, а кто-то, кто делал карьеру, он шел обязательно в коммунисты. Так вот, вот этот идеологический аппарат, он, конечно, подкреплялся, он охватывал всех. И он подкреплялся институционально, я имею в виду политическими, экономическими институтами. Это все вот так было взаимосвязано. В постсоветском Таджикистане эту систему попытались калькировать. У нас многие вещи калькируют. И это не совсем удачные, и не всегда это удачные процессы. И результаты получаются соответствующие. Например, то же самое, пример могу привести Болонский процесс, который затронул нашу систему высшего образования. Ментально этот Болонский процесс, вот эта система, она не совсем подходит нам. Почему? Потому что, опять-таки, возвращаемся к ценностям нашим. Почему? Потому что свобода выбора – это не наша ценность. Мы не умеем выбирать, мы даже не думаем об этом. Время – это не наша ценность. Умение планировать – это не наша ценность. Почему? Потому что мы с вами живем на данный момент в традиционном обществе. Я же говорю, меняется в голове что-то, щелкает, и меняется окружение. Понимаете? Система ценностей определяет, что будет завтра, определяет облик страны. Что будет завтра в стране? Что будет в моей конкретной жизни? Например, про Болонский процесс. Студент приходит в университет, и он выбирает те дисциплины, которые, как ему кажется, в будущем ему помогут в его профессии, в его специализации. Что происходит у нас? У нас в учебных планах вот эти дисциплины, которые группируются в свободный выбор студента, который, еще раз повторюсь, он знает, что он будет завтра делать. Он понимает, для чего он пришел учиться и выбрал ту или иную специальность. А у нас это заранее уже определяется самой системой, что это будут за
дисциплины по выбору студента. У нас студенты, идут долгое время, шли в университет для того, чтобы избежать армии, например, молодые люди. Все мечтали поступить на экономический или юридический факультет, следовательно, на другие факультеты они шли по остаточному принципу. Высшее образование – это долгое время и до сих пор остается в головах людей как ценность, понимаете? И считается, что вот если ребенок учится в университете, то это вот какое-то эфемерное будет хорошее будущее. Почему это происходит? Потому что планировать мы не умеем, рационально относиться к жизни мы не умеем. Это не характеризует, опять-таки, как что-то хорошее или плохое. Это факт. Это факт. Но при этом, я же говорю, жизнь показывает, что если девушка не получает образование, то в возможно сложившихся там обстоятельствах, муж-то это не гарантия, да? Угу. Там, он может умереть, он может развестись, да? Семья может распасться. Ведь у нас развод, он перестал быть девиантным явлением, то есть он перестал негативно восприниматься в обществе. Оно не воспринимается как «ура, развод», да? То есть это не социально одобряемое. Ну и уже не осуждаемое. Да, но и не осуждаемое уже. И поэтому, еще раз говорю, брак – это не гарантия обеспеченной и счастливой жизни. Нужно быть готовым хотя бы гипотетически к выходу на рынок труда. А если девушка выходит замуж после школьной скамьи, не имея никакой специальности на руках, а потом она остается с детьми на руках, потому что у нас до сих пор считается, что ответственность за детей должна нести только женщина, что ей остается делать? Ведь рынок труда узкий, раз. Для того, чтобы выйти на этот рынок труда и предлагать свои какие-то услуги физические, или убираться там, я не знаю, или же знания какие-то привносить, да, предлагать рынку труда, то нужно этими навыками обладать. Но более того, нужно еще и знать, где искать эту информацию. Нужно уметь коммуницировать. Угу. А если, опять-таки, в школе этому не обучают? В школе не обучают таким вещам, как распоряжаться своим временем. Что такое коммуникация, для чего она необходима. И поэтому есть такая и нетерпимость, есть и такой низкий уровень доверия. Все, что с нами происходит в жизни, это обусловлено чем-то, какими-то факторами, которые способствуют тому, что ты есть на данный момент. Да? Если родители закладывают в ребенке навыки выбора, умения, не брать ответственность за этот выбор. А это означает брать на себя ответственность, да. Совершенно верно. То родители воспитывают личность. Соответственно, этот человек, когда вырастет, он будет знать, что он хочет от жизни, что он будет делать, и будет брать на себя ответственность. Таджикистан в этой карте, в карте ценностей, выглядит такой довольно красочной схемой, она находится в кластере или в мире, который называется Африка и исламский мир, по ценностям. И ближайшие соседи, в соответствии по этой шкале координат, это такие страны, как некоторые африканские страны, Пакистан, наш ближайший сосед по уровню ценностей. А наши соседи, к примеру, непосредственно соседи, с которыми мы граничим географически, Кыргызстан, Узбекистан, пошли чуть дальше от ценностей выживания к ценностям развития и самовыражения, так называется в этой карте. Чуть дальше, где-то на несколько шагов вперед. Я смотрю на Поэтому у меня такой вопрос. По сути же мы центральноазиатские, у нас очень много схожих ценностей, схожей культуры, истории. И что получилось так, что они вышли вперед?
говоря, например, про Узбекистан и Кыргызстан, не говоря уже о Казахстане. Только лишь говорить про культуру или ценности и говорить, что ну давайте мы изменимся, и завтра вот экономика изменится, все будет хорошо. Мы не можем. Это же здорово. Нет, это, конечно, безусловно. В идеале, да. В идеале, но есть еще политические и экономические институты, да. И то, как они работают, вот, например, то, как они работают в купе с ценностями, оно и дает вот эффект того, на каком уровне развития находится страна. Вот, например, Америка и Мексика. Вот рядом находятся, да, они. Они одинаковые по своим, вот, граничащие с Мексикой. Да, они соседи. Они соседи, да. То есть, как бы, если говорить о культуре, вот они рядом похожи. Но почему же одна страна богатая, а другая бедная? Говорят авторы книги «Почему одни страны богатые», вот они так ее называют, а другие нет. А вот говорят авторы, обратите внимание на то, как работают политические и экономические институты. Они способствуют тому, чтобы была конкуренция, да? Они способствуют прозрачности, они право делают избирательным, да, например. Ну, вот как, допустим, если право работает избирательно, в одних случаях работает, в других случаях не работает, то это не дает основы для развития, конечно. В Узбекистане и Кыргызстане я, к сожалению, не смотрела по ответы по всемирному обзору ценностей, ответы по Кыргызстану и Узбекистану. Но могу сказать, что конкуренция там работает по-другому. Да? Экономические институты, там есть конкуренция, там приветствуются инвестиции, и инвесторы не боятся вкладывать. А это очень важно. И дело не в культуре, значит, здесь. Нет, и в культуре тоже. Мы не видим связи между, например, образованием и удачным, успешным трамплином к будущей успешной жизни, карьере и так далее. Есть ли связь? Ты получил хорошее образование, ты хорошо учился, это гарант того, что ты будешь успешен. А есть ли сейчас такие лифты социальные? Вообще. Не факт, что ты отучился, получил диплом, и ты будешь хорошей работой. Нет, Гульнора, например, говорила, что самообразование, получение образования является ценностью. Но является ли ценностью образования как совокупность знаний, которые ты можешь использовать? Является ли билетом к светлое будущее для молодого человека? Вы сказали, что не совсем так, потому что есть другие факторы, например, как связи и другие ресурсы, которые иногда могут превалировать. То есть в жизни это выглядит так, что человек, который имеет хороших родственников, может быть гораздо успешнее, чем того, кто имеет красный диплом. Да, так и хорошо зарабатывать. Лучше, чем, например, его однокашник. Так оно получается. То есть образование не является ценностью, как... Я не совсем согласен, потому что здесь вопрос не всегда только в связях, грубо говоря. В ресурсах, я имею в виду. Ну да, ну смотри, давай вот возьмем простой пример. Мы уже об этом как-то раз говорили, что двоечники, троечники, вот эти прирожденные антикризисные менеджеры, да, они добиваются большего, чем отличник, потому что отличник, у него система ценностей: получай пятерки, учи, получай пятерки, учи. То есть вот он заточен на то, чтобы получать пятерки, а мир-то не такой. Тот же самый Харари, да, большинство профессий в 50-м году будут уже не нужны. А двоечник и троечник, он с детства знает, как выкручиваться, что-то делать, надо с кем договариваться. Вы сейчас говорите, это не совсем другое. Не то, что я имею в виду. Не, я про систему ценностей. То есть отличник учится ради пятерок. И не факт, что в итоге он получит что-то. А двоечник и троечник, он учится для того, чтобы выжить, чтобы по шее не получить от родителей. Ну, мы же сейчас говорим о разных вещах. Ну да. Смотрите, абсолютно согласна, Искандар. Навыки, которые есть у двоечника и троечника, они позволяют ему, как это сказать, наработаны им в школе. Теперь, значит, он эти навыки использует в своей жизни. И эти навыки, они принципиально или тотально отличаются от навыков, которыми обладает отличник.
Отличник, особенно при нашей системе, это тот, кто хорошо заучил, уделил время и заучил. Двоечник, который должен выкручиваться, это тот, который все время думает, ой, лишь бы меня не подняли. А когда его поднимает, он начинает там что-то. А это же воображение, это же... Креативность. Более Это находчивый. креативность, да. Да. И он становится более находчивым. Отличник это тот, ну мы с вами как бы берем такие идеальные типы, да. А отличник это тот человек, который такой хороший, его там учительница по головке погладит, и мама дома по головке погладит. Он такой хороший, примерный, замечательный человек. А когда он выходит в жизнь, там никто по головке тебя не гладит, да, и ты должен действовать по-другому. Но это немного другое, чем то, что говорил Азиз. Азиз говорил о восприятии, да, вот как бы воспринимают ли люди образование как возможность сделать хорошую карьеру. И тут я хотела бы привести несколько фактов для того, чтобы ответить на вопрос. В 2007, по-моему, году или 2008 мой дипломник, он делал очень интересные исследования о корреляции рынка труда и системы высшего образования. Другими словами, он смотрел на то, вот вузы готовят там специалистов по различным направлениям. А вот рынку труда эти направления нужны, эти специальности, эти профессии нужны или нет? Другими словами. И получилось, корреляция отсутствует. То есть рынку труда не нужно такое количество юристов, не нужно такое количество экономистов. Им, например, нужен кредитный офицер, например. А кредитных офицеров вузы не выпускают. Вот как они там когда-то давно решили, какие у них будут специальности. Вот по этой системе они и живут. Система высшего образования, она должна жить рынком труда. Она должна быть очень тесно связана с рынком труда. Но у нас система образования живет своей жизнью, рынок труда живет своей жизнью. Да? Очень долгое время. И, возможно, и сейчас продолжается рекрутирование, как я уже говорила, в факультеты экономики, права. Что с ними дальше происходит? Ну, как бы они едут в Москву на заработки. Например, как вариант, да, как самый большой такой тренд. Делают ли из этого вывод последующее поколение? Нет. Вот про это я и говорю, а это традиционное общество. Нет у нас вот этой причинно-следственной связи в голове. Мы не умеем рационально мыслить. По сути, они повторяют модель поведения предыдущего поколения Совершенно верно. Или предыдущих потоков мигрантов. Совершенно верно, да. Ясно. И родители вкладывают свои деньги в то, чтобы ребенок поступил. А вот из сельской местности, да, ну как бы, судя по данным десятилетней давности, я имею в виду данные переписи, у нас 3/4 населения живут в сельской местности. Ну вот скоро должны выйти новые данные. Может, переформатирование произошло, судя по этим новостройкам у нас в Душанбе. Да. Так вот, представьте себе, 3/4 населения. Ух ты, это очень много, да? И когда родители посылают оттуда учиться своего ребенка, то дорожно-транспортные нужны. Питаться ребенок должен, одеваться он должен, жить, там, жить вот оно из этого и всего складывается, да, как бы есть, одеваться, ездить в университет, покупать книги и так далее. Вот. И родители инвестируют в своего ребенка, да, то есть в обучение своего ребенка. Но, увы, за последние 30 лет наличие диплома и наличие образования это стали не связанными понятиями, да? То есть как бы это разные вещи. И, соответственно, когда молодой человек, получив диплом заветный, выходит на рынок труда, он и сам начинает осознавать, что его диплом никому не нужен.
Вы упомянули уже про Ли Кван Ю, и многие это он просто притча во языцах его говорят. Вот Сингапур удачный пример. Хотя я считаю, что это довольно, наверное, исключение, чем правило. Мы не можем следовать ему. И другие страны. Он говорил в интервью одному журналисту, что, показывая причину благосостояния и быстрого скачка Сингапура из третьей страны, из третьего мира в первый, как он написал в своей книге, что это культура. Он сказал, культура — это судьба. Это его слова, подразумевая, что есть культуры, но не прямо косвенно, что он сам был китайцем, этническим китайцем, и считал, что те ценности, которые присущи его этносу или народу, способствовали экономическому эффекту. Это, например, дисциплина, трудолюбие, образование, сбережение, почитание семьи, авторитет и так далее. Что, наверное, для Сингапура это было важно. И имело в виду, что те культуры и ценности страны и общества, которые не имеют таких ценностей, они обречены плестись за вот этими лидерами. По сути, это выглядит как определенная обреченность, что... Приговор, что раз я не такой культуры, или не такой ценности, или мои родители из другого общества, или другой веры, или традиции, то мое общество и страна будет таким же отсталым, и я буду как бы следовать этому до конца жизни. Ничего не могу сделать. Вы согласны, что можно... Во-первых, согласны с Ли Кван Ю, что он считал, что так категорично? Или там что-то другое, которое он не договорил? Был другой причина успеха Сингапура. И мы можем повторить это. Ну вот культура — это судьба. Это то же самое, как как-то мы с вами говорили об этом, как пол — это характер, считалось раньше. В начале 20 века был такой Отто Вайнингер, и он написал книгу, которая называется «Пол и характер». И на самом деле ведь долгое время женщина, родиться женщиной или родиться мужчиной, это означало, какой жизненный путь ты пройдешь. Ну, например, если ты родился женщиной, то учиться ты не можешь, работать ты не можешь, ты выходишь замуж и смотришь за домом. Все. Разводы тогда не поощрялись, церковь выступала таким серьезным барьером на пути к этому, общество такие вещи осуждало резко и негативно. Ну и вот. А мужчина, он как бы в зависимости от того, к какому сословию он принадлежит, он, как бы это тоже определяло его будущую жизнь. Вот об этом писал Отто Вайнингер, и потом книжечка депрессивная немножечко, и это тоже звучало как приговор. Мы видим, что такие вещи, они достаточно эластичны, я имею в виду и социальные нормы, и судьбоносность пола ребенка, как бы все меняется. Что касается высказывания «культура – это судьба», я бы сказала, что Ли Куан – это действительно очень редкий пример автократичного государства, в котором правитель был весьма и весьма компетентен. Это раз. Второе. Помимо культуры, или я бы не принимала во внимание именно этот фактор, а обратила внимание на то, что Ли Куан верховенство закона поставил во главу угла. Помните, да, вот как бы, а как он поступал с коррупционерами? И он же сказал, что если ты хочешь победить коррупцию, тебе придется посадить близкого друга и родственника, что он и сделал. То есть закон, и тем самым продемонстрировал закон, товарищи, он для всех будет работать одинаково, независимо от твоей приближенности к власти, независимо от твоего экономического статуса, он будет работать. Все. И все это поняли. Потому что он посадил друга, потому что он посадил родственника. И он был весьма компетентным правителем. А если закон работает избирательно, то тогда все понимают, что необходимо иметь связи, родственные, социальные, либо иметь деньги. И тогда ты можешь обойти этот закон.
Будет ли работать закон тогда? Нет, не будет работать. Будут ли люди верить этому? Нет, не будут этому верить. И поэтому молодые люди и говорят, что они не верят. Понимаете, все взаимосвязано. Хотим мы этого или не хотим. И отвечая на ваш первый вопрос, я говорила это, отвечая на ваш последний, я так понимаю, вопрос, я тоже говорю то же самое, потому что нету доминирующего, или вернее, нету единственного фактора, который влияет на что-то. Культурные ценности, повторяюсь, они очень важны. Ценности, культура – это очень важная вещь. Но не менее важно то, как работают политические и экономические институты. Спасибо большое за беседу. Это был подкаст «История мировой экономики» от Академии Трех Медведей.